представьтесь, пожалуйста. Владислав Геннадьевич Цапин. В Чебоксары разнесся слух, что приедет Павел Грудинин. Да, это так, Вот совершенно верно. сегодня мы собираемся встречать Грудинина, услышать его. Что вы думаете о нем? Я думаю, это очень достойный человек, как политик, как человек и как хозяйственник. Я думаю, сегодня мы увидим его лично и услышим все ответы на интересующие нас вопросы. Мгм. То есть в Чебоксарах он очень уважаемый человек. Не только в Чебоксарах. Выборы 2018 года, когда выбирали президента, показали, что он по всей России, у него рейтинг очень высокий. Если он занял второе место, за него проголосовало достаточное количество избирателей. Ну, лично мне он очень симпатичен. У него мало харизма, мало политики, но он трудовик. Я так думаю, что он Этот человек, хозяйственник. да, построил социализм в отдельно взятом предприятии. Да. Мне кажется, он очень ценен этим своим. Совершенно согласен, так оно и есть. Так, друзья, вот у нас еще члены КПРФ. Что вы думаете о нем? Вот представьтесь, пожалуйста. Коммунист, Юрий Дадюков, Чудай. Про Павела Грудинина что могу сказать? О нем можно тогда сказать, когда будет у него в совхозе. Мы года 2 назад вместе с Андреевым, нашим Александром, первым секретарем, были, целый автобус ездили. И вот предыдущий товарищ сказал, это социализм в отдельно взятое государство. Там настоящий социализм. Людям платят, а человека надо судить по его работе. Он как хозяйственник, он очень хорошо состоялся. Считая рядом с МКАДом его совхоз, все условия для жилья есть, для работы, и школы там самые лучшие. Юрий Витальевич, вот у нас в Чувашской республике и вообще народ Чувашии, это и республика, это аграрная, да? Аграрная. А Павел Андреевич, он же как раз хозяйственник, Да. совхоз. Совхоз. Чуваши поддерживают народ. Ну, конечно, поддерживают. У нас же Чувашская республика тоже аграрная. Тут тоже сомнений нет. Чувашский народ должен за него голос сдать. Если он будет или депутатом, или президентом, и чуваши будут большие изменения. Такой человек давно созрел. Если таких совхозов штук 100 было бы, мы вообще процветали бы, товарищ Олег, и Самана. Но почему-то власти в Кремле не хотят, чтобы у него был такие совхозы, как у Грудинина был. Ну, не хотят. А почему? А потому что боятся. Ну, это уже другой вопрос. Да, это почему, другой. Пусть сам народ думает, Да, почему да. его Да, никак и Госдума не пропускает. прессуют многие. Потому годы. что Олег, он слишком хорошо работает, товарищ Самана. Из этого страдает. И преимущество социалистическая работа тут наяву, чем капиталистическая. Это совхоз для блага народа, а другие совхозы, где любой предприниматель, он думает о своем кошельке, наверное, начать. Хорошо, теперь ждем Грудинина и ждем, что он скажет народу. Да, будем ждать, будем надеяться, что он скажет для чувашского народа самое хорошее и надеяться на его Спасибо. улучшение будет, скажем. Здравствуйте, Олег Самана, телевидение, интернет-вещание. Мы вас приветствуем в Чебоксарах, на чувашской земле. Интервью. Приветствую. Сейчас. Давай начнем. Я пока не видел его. Молодцы. Вот так теплым приветственным рукопожатием мы в Чебоксарах встречаем Грудинина. О, так. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашей чувашской гостеприимной земле. Почетных гостей принято встречать с хлебом, с солью. И мы предлагаем вам отведать наш чувашский хлеб. Угощайтесь. Не завтракал вообще. Приятного аппетита. Пожалуйста, дорогие Костюм. У любой нации есть свои традиции, культура, праздники, национальные костюмы. Одним из видов чувашского мужского национального костюма является шубар.
И сейчас на этой дружеской встрече мы бы хотели преподнести вам небольшой подарок и вручить шубар. И хотели бы, чтобы вы его одели. Без вашей помощи я не Да, могу. да, мы обязательно вам поможем. Обязательно. Хочешь? Так, пожалуйста. Воды. Красавчик. Так, отлично. За ягодами пойдете. Отлично. Красиво. Так, Павел Николаевич, просим вас пройти Так, а можно с сюда. вами сфотографироваться? Да, отлично, Я конечно. персонально, а вы. Так, где улыбаемся. Улыбочка всем. Все, спасибо. Павел Николаевич, мы вас просим еще не отходить. Хотим с вами станцевать наш зажигательный чувашский танец. Там нет ничего сложного. Пройдите, пожалуйста, сюда. А Сергей Пройдите Иванович будет сюда. участвовать? Все будут участвовать. Давайте сегодня вы. Маша, Владик, пожалуйста, сюда. Большое фото, я предлагаю всем участникам. Вертикально и горизонтально. Делай. Как ваши ощущения в Чувашской республике? Вот первый раз, первый день вы
здесь? Ну, знаете, Что вы оно такое испытываете? очень позитивное. Видите, и погода позволяет гулять. Я с утра прошелся по улицам. Очень чисто и очень приветливые люди. Вот, очень красивые дети. В общем, вы знаете, сегодня, наверное, воскресенье, поэтому все такие расслабленные. Но все очень, как бы сказать, по-домашнему. Вот. Это вот такая территория России, в которой какое-то спокойствие чувствуется. И люди тут размеренные, такие уверенные в себе, работящие, вот я видел с И утра. вообще Поволжье это прекрасный регион, это сердце России. Да, согласен. Согласен, вы абсолютно правы. Поэтому самое лучшее, что есть на чувашской земле, это люди, которые здесь находятся. Такие искренние и такие работящие. То есть этому народу просто нужно дать возможность развиваться так, чтобы действительно здесь было не только красиво, но и богато, зажиточно, чтобы люди тут жили гораздо лучше, чем они живут сейчас. Спасибо, спасибо. Это наш поэт чувашский, да, Салатаря. Где, куда смотрите? Так, Миш. Миша, иди сюда. Мишка не будет, он в нее пленку забыл. Он. Давайте Сергей Иванович с Ириной вместе. И я тут встану. Так. Мишель, ты там фотографируй. Рафаэль Арестанович. Давайте. Ну, не знаешь, куда смотреть, но куда-нибудь. На Мишу будем смотреть. Мишель. Все. Миша, фотографируй нас. Павел Николаевич, наш лидер, один из наших лидеров, который не только силен в плане политики, но как хозяйственник добился высоких результатов. Его называют миллионером, миллиардером, но это совхоз-миллионер, которые были сотни, тысячи на территории Советского Союза, которые строили детские сады, школы за счет средств совхозов и колхозов. А я бы сказал, он будет теперь точно миллионером. Я думаю, что народ России проголосует за него. Уже проголосовали на выборах президента Российской Федерации миллионы граждан Миллионы, да, Российской Федерации проголосовали за него, потому что они хотят вернуть тот социалистический строй, ту социальную страну. Я кандидат в депутаты Госдумы по региональной группе после Сергея Ивановича Казакова. Это вы будете. Очень приятно. Я почему-то пересилю себе. Ну как хлебец? Вот, лучше не придумаешь, великолепный хлеб. Я его люблю и нюхать, и кушать. Очень вкусно, Хлеб всему голова, говорят. Совершенно верно. В широком понятии, да, все от хлеба идет. Да. Хлеба нет, жизни нет. Нету жизни. Хлеб – основа жизни. И хлеб – это экономика. Трактора. Но это очень, наверное, было символично с хлебом встречать Грудинина. Обязательно и соль. Тем более на Чувашской земле он впервые здесь. Да, и соль, и пуд съесть человеку знать. Ну что ж, приятно. Спасибо. Приехали 6 человек с Салатаря на встречу. Понятно. С Павлом Николаевичем. Люди тоже движение «Новый социализм» То есть он Платошкина. был уже в Алатыре? Нет, он не был. В Алатыре он навряд ли. Мы приехали сюда. С Алатыря вот. Понятно. Ну, Алатырь — это город мне с детства знаком, я там вырос. В интернате. Да? Да. На Бугре? На Бугре. Он сейчас полуразрушенное стоит здание. Я в курсе, я знаю. У меня видеоролики об этом интернате. И группы в интернате Алатырский, где мы воспитанники. Как с какого года-то? С 59-го? Я 59-го. Я пришел для того, чтобы поддержать товарища Грудинина. И чтобы его включили в списки кандидатов в депутаты Верховного Совета. Поддержат его? Коммунисты как, поддержат за него? Коммунисты его народ поддерживает. Народ поддерживает его. Его не поддерживают только те, кто стоит у власти.
Понятно. Боятся, они боятся. Спасибо. Его сила, его популярности, Да, и его всего популярность и остального. прочее. Товарищи, гости, приглашенные, просьба присаживаться. Мы начнем нашу встречу. Встреча сегодняшняя посвящена встрече актива партийного, наших сторонников нашей Коммунистической партии Российской Федерации с кандидатами в депутаты Государственной Думы и Павелом Николаевичем Грудининым, который волей случая оказался сегодня в нашем замечательном городе и хочет с вами также пообщаться, выслушать ваше мнение по поводу сегодняшней и политической, и экономической ситуации в целом в стране. Я представлю всех, которые сейчас находятся в президиуме, так называемый Владислав Цапин, первый секретарь горкома города Новочебоксарска, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от нашей партии, Сергей Иванович Замков, действующий депутат Государственной Думы, и также он является кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу Мариэл и возглавляет партийный список Мордовия, Чувашия, Мариэл. Павел Николаевич Грудинин, один из наших лидеров, это наше знамя. Мы активно его поддерживали на выборах президента Российской Федерации. Ирина Филатова, советник Зюганова Геннадия Андреевича, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Ну и я, если кто-то меня не знает, также являюсь кандидатом кандидатом в депутаты Государственной Думы, первый секретарь Чувашского райкома КПРФ. Я присяду, потому что у нас встреча будет достаточно долгой, 1,5 часа до 11:30, и начнем беседу. То есть беседу мы здесь не призываем ни к чему, мы хотим пообщаться, услышать ваш настрой, ваше мнение, поделиться, чтобы каждый кандидат, и Павел Николаевич поделился своим опытом и политической борьбы, и у него есть серьезные успехи. Многие из присутствующих были в совхозе имени Ленина в Подмосковье. Мы видели те детские сады, школы и инфраструктуру, которая создана в интересах и на благо жизни. Добрый день. Нет, сейчас Сергей Иванович. У нас сегодня есть замечательная возможность пообщаться с Павлом Николаевичем Грудининым. Это человек не только левых взглядов, здесь все такие, а это тот человек, который реализовал у себя в хозяйстве все принципы социализма, где высокие зарплаты, где прекрасная школа, замечательный парк, где детский сад, куда хотят попасть с таким желанием каждый житель Москвы, Московской области. Идея – это здорово, реализация практики гораздо важнее. Вот этот человек знает в деле, как это строить социализм и как это отстаивать и процветать
чтобы хозяйство процветало. Поэтому предлагаю наше сегодняшнее мероприятие посвятить этому человеку, послушать, позадавать вопросы, потому что такая возможность представляется чрезвычайно редкой. Вам слово. Извиняюсь. Уважаемые товарищи, я бы хотела прокомментировать нашу борьбу за права Павла Николаевича. Я думаю, вы лично ему зададите сами вопросы. Программа партии уже изложена и многократно обсуждалась. Мы этому будем уделять еще сегодня внимание, чуть позже. Что касается ситуации Павла Николаевича, мы подали 2 дня назад иск в Верховный суд. Мы оспариваем отказ Центральной избирательной комиссии отказ в регистрации кандидата Грудинина. На том основании, что в избирательную комиссию были представлены, по нашему мнению, недостоверные сведения, которые не прошли соответствующую проверку. То есть, как это было на практике. 13 июля поступила жалоба о том, что он якобы является владельцем. И спустя уже, причем жалоба поступила в избирательную комиссию, и спустя уже неделю мы получили ответ из Генеральной прокуратуры о том, что у него действительно это подтверждается. То есть, если следовать даже минимальным требованиям закона, для того, чтобы получить ответ на такой запрос, требуется минимум месяц. На практике 1,5–2 месяца. То есть, каким образом наша Генеральная прокуратура смогла отреагировать настолько быстро, мы сейчас будем разбираться. Мы делаем соответствующие запросы. Но здесь еще очень примечателен тот факт, что Генеральная прокуратура эти документы не предоставила. То есть мы сейчас защищаемся с закрытыми глазами. Его обвинили, практически не указав на то, откуда они это все насобирали. То есть в избирательной комиссии перед нами помахали вот так бумажками. Сказали, что вот есть запрос, есть сведения. В руки нам не дали. Член избирательной комиссии с решающим голосом Калюшин Евгений Иванович, который, собственно, один из 13, он запросил эти сведения, чтобы ему предоставили, то есть, ну, как бы по закону, да, если избирательная комиссия на это ссылается, она обязана показать, на что она ссылается. Мы так это не получили. Да, поэтому у нас такая активная позиция, активная борьба. Мы Павла Николаевича, естественно, не бросаем, мы абсолютно уверены в своих документах, в его документах, иначе бы мы не делали таких сложных шагов, скажем так, и Геннадий Андреевич, безусловно, поддерживает это на всех уровнях и оказывает всестороннюю поддержку. Сейчас, если вы не возражаете, слово нашему народному президенту, народному кандидату. Разрешение, несколько слов. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли в воскресный день. Я понимаю, что эта встреча не с избирателями, а со сторонниками. Это с теми людьми, которые действительно понимают, что Россия находится в опасности не потому, что у нас кто-то нападает извне, а потому что внутри есть враг, который разрушает нашу страну изнутри. И то, что не смогли сделать оккупанты, немцы в свое время, то, что не смогли сделать за долгие века наши противники, оказалось возможным. Разрушенные заводы, фабрики, люди, которые находятся в нищете, люди, которые не верят в будущее, дети, которые хотят уехать из страны только потому, что здесь нет приложения их возможностям, их талантам, а у нас действительно очень талантливый народ. Мы сегодня видели, как нас встречали вот эти девушки, ну, понятно, что когда ты особенно приходишь к детям, к нашим, то ты видишь, что более талантливого народа, наверное, в мире нет. И нам нужно только дать возможность развиваться. И эта возможность была когда-то предоставлена в Советском Союзе. Не зря наш лозунг за СССР, за сильную, счастливую, справедливую Россию. И мы, социалистическую, извините. Вот. И мы с вами практически оказались в такой ситуации, когда мы на острие борьбы между капитализмом и социализмом. Почему такие нападки на нас? Потому что единственная политическая сила в стране, которая может противостоять вот этому безобразию, воровству, вранью, которое находится сейчас у власти, это только Коммунистическая партия Российской Федерации. Вот вся деятельность КПРФ по отмене пенсионной реформы, по противодействию различным законам, которые ухудшают жизнь людей, вся эта долгосрочная работа, в том числе и фракции КПРФ, Сергей Иванович ее очень ярко представляет здесь, все это говорит о том, что больше политической силы, противостоящей вот этим вот врагам, а я как-то сказал, что враги КПРФ и враги России это одни и те же. Вот больше нет. Мы можем сколько угодно рассказывать, что нам
скажем так, вроде как «Справедливая Россия» — это левое движение. Нет, на самом деле нет. Потому что только политическая партия КПРФ выдвинула не только своего кандидата на президентские выборы и последовательно выполняет все, скажем так, желания российского народа, но и все остальные, вот, те, кто наши союзники, такие как новый Николай Николаевич Платошкин, Удальцов, Сергей, ну и многие другие, а у нас больше 59 организаций, которые вступили в коалицию, вот в эту, и представляют, дали своих кандидатов, которые выдвинуты от КПРФ. Только эта политическая сила может противостоять вот этому будущему. Я уверен, что если мы сейчас не победим, то это еще один шаг к развалу страны. Вот только наши с вами соратники, мы сами можем противостоять. Что касается вот этих ситуаций, которые сейчас складываются со мной, с Николаем Николаевичем Платошкиным, с Николаем Бондаренко, с Бессоновым, с Удальцовым, со многими нашими соратниками. Да, власть нас боится. Мы это видим. Потому что честно победить они не могут. Мы с вами прекрасно понимаем, что политическая сила КПРФ и ее союзники — это единственная сила, которая может предложить что-то людям. Вот эта программа «10 шагов к достойной жизни» и предыдущая программа, которую я представлял на президентских выборах, она реально показывает, что можно даже в этих сложных экономических условиях, а мир находится в сложных экономических условиях, можно жить хорошо. Вот Валентина Никифоровна Христофорова сейчас мне дала стихи, которые она написала по итогам поездки в совхоз имени Ленина. Почему они так сильно не хотят, чтобы я стал кандидатом? Потому что помимо слов, которые произносят все без исключения политические партии, есть еще и дела. И вот дела таких хозяйств, как Ивана Ивановича Казанкова, Звенигина, наши дела в совхозе имени Ленина, которые видно просто невооруженным глазом, дела Сюля-Сибирского, в Иркутской области, Сумарокова, Богачева, ну и многих других народных предприятий, о которых так много Геннадий Андреевич говорит, все это показывает, что можно жить достойно, даже в этих экономических условиях. Знаете, какая разница или какое расстояние между правдой и ложью? Вот когда-то это древняя притча, между правдой и ложью 4 пальца. Почему? Потому что если вы приложите между ухом и глазом, только ровно 4 пальца. Вот когда ты слышишь по телевидению ложь всякую, а потом приезжаешь в совхоз и видишь правду. А правда заключается в том, что это высокая заработная плата. Это молодые специалисты, которые получают квартиры. Не по ипотеке, а как в Советском Союзе в свое время мы получали суды беспроцентные от предприятия. Когда дети обязательно идут в детский сад, который в виде замка, когда лучшая школа, когда лучшие парки, когда пенсионеры ежеквартально получают материальную помощь, когда каждый человек знает, что если он попал в тяжелую жизненную ситуацию, а вы знаете, что сейчас заболеть — это уже тяжелая жизненная ситуация, отправить ребенка учиться — это всегда тяжелая жизненная ситуация, потому что нужно платить за это. Когда ребенок там требует каких-то дополнительных усилий, тоже лечения, только совхоз может помочь в этом отношении. И поэтому мы создали такую территорию социального оптимизма. Конечно, это раздражает наших оппонентов. Конечно, меня, как директора совхоза, мы все-таки на острие находимся, Ивана Ивановича Казанкова, как руководителя предприятия, будут всячески гнобить. Именно поэтому Иван Иванович Казанков только что получил уголовное преследование за то, что он проводил мелиоративные работы. За то, что он сделал дорогу и одновременно улучшил плодородие почвы. Знаете, ни в одной стране мира представить себе, что сельхозпроизводитель, человек, который работает на земле, улучшив свою землю, получит уголовное дело, невозможно представить. Но после того, как меня выдвинули, я вам очень благодарен за то, что вы меня поддерживали на выборах кандидата в президенты, после этого на нас обрушилось, мы провели 1000 судебных заседаний. Но все, что мы делали раньше, оказалось, даже самое хорошее оказалось, как будто бы власти не угодно. И поэтому мы прекрасно понимаем, кто против нас борется. Рейдеры, которые захотят захватить наш совхоз, это Единая Россия. Они даже не скрывают, что это лидеры Единой России в Московской области. Что именно они фальсифицируют всякие доказательства через абсолютно послушные суды, которые на самом деле подвержены административному давлению, естественно, и там, в том числе и никто не отменял в России коррупцию тоже по отношению к нам.
наши все достижения пытаются каким-то образом уничтожить. Потому что если они могут сделать что-то хорошее сами, они должны ухудшить жизнь у нас. Но благодаря тому, что КПРФ поддерживает нас, потому что никто так последовательно и активно не защищает нас, как Геннадий Андреевич Юганов, как лидеры КПРФ в Государственной Думе, как ЦК КПРФ. Никто нас никогда так не защищал. Огромное количество людей, простых, тоже приходит нас защищать, но поддержка партии ощущается очень сильно. И если бы не поддержка Геннадия Андреевича и партии, нас бы уже не было, я вам гарантирую. Уже бы я тоже сидел в каком-нибудь уголовном деле, как Иван Иванович, значит, нас бы уже загнобили, уже на наших, как они говорят, золотых землях уже что-нибудь строили. Только благодаря КПРФ и вам, как людям, которые активно нас поддерживают, мы еще каким-то образом жили. Поэтому от имени 1500 наших жителей, а у нас 300 человек работает, естественно, члены их семей, детские сады, которые нам принадлежат, управляющая компания, которая обслуживает поселок, все мы говорим вам огромное спасибо. Значит, несколько слов о том, куда мы пришли. Значит, да, поскольку власть не может выиграть честно, а это факт, потому что, поверить, что большинство наших с вами земляков проголосует за Единую Россию, просто невозможно. Ясно, что после принятия этой пенсионной реформы, после того, как люди обнищали за вот этот срок, так называемый, политический, никто никогда за нее не проголосует. Конечно, можно заставить бюджетников прийти и каким-то образом отчитаться, что они проголосовали, но все равно мы с вами точно знаем, что мы победим. Если бы были честные, справедливые выборы, о которых так много говорят с высоких трибун, мы бы с вами однозначно завоевали не только большинство в Думе, мы бы уже давно и, как это предлагает Геннадий Андреевич, сделали правительство народного доверия, и уже бы пенсия была бы 25 тысяч, и уже бы пенсионеры не страдали и не мучились, и уже бы дети войны получали достойную материальную помощь, и уже бы мы с вами видели, что молодежь не хочет уезжать. Я вам не буду перечислять всю программу, вы ее не хуже меня знаете. Это программа выхода страны опять на мировые рубежи, на передовые рубежи. Потому что Китай, мы же это видим, за эти 20 лет так рванул, что его экономической мощи обладается весь мир. Почему же мы с этими лозунгами и с нашим прекрасным народом не можем сделать то же самое? Учитывая то, что действительно у нас огромная и очень богатая страна. Поэтому я уверен, что мы с вами победим. Нам еще нужно зафиксировать нашу победу. Они специально придумали 3 дня голосования, всякие вот эти вот, скажем так, чтобы не хватило наблюдателей. Они специально не пускают нас в залы, боятся, что мы начнем говорить правду, и это все. Никонов Сергей Александрович, политолог. Мы проводили социологический опрос, и по многим округам у нас стало выигрывать коммунисты России. Это спойлеры ваши, и люди очень путаются, не могут разобраться. Как вы собираетесь четко обозначить свою позицию, как вы собираетесь с этими спойлерами работать, и эти спойлеры во многих округах, сейчас в Чебоксарах, буквально выигрывают. Мы проводили социологические опросы. Что делать? Во-первых, ваши социологические опросы надо внимательно посмотреть. Социологические опросы официальные, Подождите, официальные социологические опросы показывают, что как будто бы Единая Россия побеждает КПРФ, на этом вы прекрасно понимаете, что это вранье. Поэтому я о другом, о том, что да, люди, которые вроде как дирижируют выборами, специально придумали вот эту систему, так называемых фиктивных партий, которые должны запутать людей и, оттянуть часть голосов у реальных коммунистических партий Российской Федерации. Мы это видим. И я сам присутствовал на заседании Центральной избирательной комиссии, которая началась с того, что Элла Панфилова возмущалась тем, что появляются двойники. Но именно власть делает вот эти вот спойлеров, двойников и всех остальных. Мы это прекрасно с вами понимаем. Это грязная, нечестная борьба. Другое дело, что как бы они ни крутились, помните, был такой Сурайкин в момент президентской кампании. Сколько он набрал там голосов-то? Да, он оттянул у нас какое-то небольшое очень количество. Ничего не сделаешь, люди путаются. Тут никуда не денешься. Нужно ходить к каждому, скажем так, сейчас в дом и объяснять, что КПРФ никакого отношения к коммунистам России, так называемым, там, коммунисты КПСС, да, который сейчас переименовался, но все равно не имеет. Есть только 2 политические силы.
силы, которые борются за власть. Это представители капитализма, Единая Россия, и представители социалистической идеологии, это КПРФ. Все. Как мы с вами будем работать? В каждый дом войдем. Вот я вчера видел, как Сергей Иванович общается с людьми. Да он не вылезает с улиц Йошкар-Олы, с полей. Его видит каждый. Да, это наша работа. Ирина вот сейчас, она практически уже забросила семью, пропадает здесь день и ночь. Это наша работа. Вот мы должны людей позвать на выборы и объяснить, какая разница между нами и Единой Россией. Все остальное, конечно, понятно, что вы слышали там про умное голосование. Вот для меня умное голосование — это когда люди придут и проголосуют за КПРФ, за наших представителей. Вот это действительно умное голосование. Потому что все остальные — это не больше, чем спойлеры, ну и, скажем так, манипуляторы, которые пытаются какое-то количество голосов у нас отобрать. Все. У меня вопрос к уважаемым кандидатам и действующим депутатам. Вот мы все время говорим, что бюджетники — подневольные люди, да? Я считаю, что это началось с 2008 года, когда отменили единую тарифную сетку. Если раньше человек, обладающий опытом, квалификацией, знаний, был защищен, то есть проработал определенное время, у него какой-то разряд, там 12-14. Когда отменили эту сетку и сделали доплаты на усмотрение директора, оказались люди, которые имеют какое-то свое мнение, свою какую-то личную позицию, они оказались полностью бесправны. То есть вот этот мизер, тариф, а все остальное на усмотрение директора, и все бюджетники оказались как при рабовладельческом строе. Если ты голосуешь не за Единую Россию, если ты высказываешь какую-то свою позицию, либо увольнение, либо тебя не увольняют, но тебя оставляют вот мизер, 10-ю часть от той зарплаты, которую ты должен получать. Вот это МСОТ, новая система оплаты труда, это семейственность порождает вот эти все явления, что неквалифицированные люди на руководящих постах оказываются, а люди удобные, послушные, и поэтому у меня такой вопрос. В программах наших кандидатов предусматривается ли вот этот возврат к единой тарифной сетке, чтобы именно человек двигался по карьерной лестнице и получал оплату именно за квалификацию, за мастерство, а не за свою преданность действующей власти? Спасибо за вопрос. Наверное, отвечу я. Потому что после окончания института я работал главным врачом в амбулатории и получал больше, чем житель столицы. От того, что я работал в сельской местности, у меня была оплата 10%. И это правильно, потому что в селе врачи и учителя жить не хотят. Поэтому в советское время была единая сетка, а для села даже был плюс. И поэтому совершенно право наша партия стоит на том, чтобы у нас была одна зарплата, что в Москве, что в Чебоксарах, что в Алатыре. Это очень важно выровнять, иначе все кадры утекают в Москву, а в деревнях возникает ирак. Вот возьму здравоохранение. Сейчас идея такая — внедрить везде ФАПы, построить новые ФАПы, чтобы люди были спокойны. Я как врач, и наша фракция стоит на том, что нужно строить больницы. Потому что вот боль за грудиной — это 54 нозологии. Это может быть инфаркт миокарда, язва желудка, межневралгия, синдром Тица. Как в ФАПе поставить правильный диагноз, если там нету ни анализа мочи, ни крови, ни рентгена, ни УЗИ? Это будет всего лишь как 18 век. Это бабка наколдовала. Поэтому вернуть все больницы. В школах, если помните, вот вы же с вами примерно возраста, мы когда поступали в институты, мы знали одни и те же стихи, пели одни и те же песни, потому что была единая система образования на всю страну. Сейчас разница дикая. И поэтому вы правы. Вот как было, вот правильно говорит Павел Николаевич, что есть две партии. Одна капиталистическая, Единая Россия, и социалистическая, КПРФ. Потому что вы помните, как мы жили. Мы хотим вернуть все то, что было хорошее. Поэтому однозначно единую сетку на всю страну. И однозначно нужно доплаты на селе. Еще мы действительно, партия Российской Федерации, фракция Государственной Думы проводила публичные слушания, круглый стол в Государственной Думе. Я там тоже выступал. И говорил, что в нашей программе президентской сейчас есть один пункт. Вот, например, дети. Неважно, где родился ребенок, на Сахалине, в Йошкар-Оле или в Москве, он имеет должен одинаковые возможности. То есть люди, которые его учат, должны иметь одинаковые заработные платы. Финансирование, так называемое душевое бюджетное финансирование, должно быть тоже одинаково. На одного ребенка, неважно, где он там родился, в Брянской области,
в Чечне или в Санкт-Петербурге должны быть одинаковые деньги. И поэтому вы абсолютно правы, единая система образования, как это было в Советском Союзе, должна быть обязательна. Так же, как и единая система здравоохранения. Почему получилось так, что субъект федерации, если богатый, значит он может положить деньги в больницу какие-то, да? А если бедный, то он вообще не может обеспечить элементарное медицинское обслуживание населения. Вот когда-то в ДревнемРиме было так, значит, древние римляне говорили, что государство должно лечить, учить и защищать, имея в виду не только внешние границы, но и социальную защиту и все гарантии. Вот федеральное правительство должно было сделать так, и если мы придем к власти, мы это сделаем, чтобы каждый житель России, независимо от своего местоположения, имел одинаковые возможности. Это правильно абсолютно. Теперь, что касается вот, так называемых, вы их назвали бюджетниками, я их иногда, ну, может быть, когда очень горячусь, называю бюджетные рабы. Да, действительно, получилось очень интересно. Глава администрации, перед которым поставлена задача не сделать жизнь лучше, а обеспечить победу там, партии и власти, ставит директора школы такого, чтобы он был послушным прежде всего. Чтобы он не главное для него теперь учебный процесс, как накормленные и обученные дети, а главное, чтобы им начальство было довольно. Он из своих подчиненных подбирает и поощряет тех, которые могут, ну, скажем так, закрыть глаза на фальсификацию на выборах, сделать что-то такое, чтобы, ну, скажем так, ну, украсть голоса. А потом этот учитель на следующий день должен прийти в школу и начинать нести прекрасное, доброе, чтобы дети говорили правду. Мы искажаем вообще все принципы. Поэтому я в Госдуме предложил запретить использовать труд учителей в избирательных комиссиях вообще. Но не должен учитель, значит, выполнять вот эту функцию. Ну, найдите кого-нибудь другого, ну и заставляйте его. Потому что учителя не виноваты. И есть такая вещь, которая тоже есть, но ее пока у нас нет. Это неотвратимость наказания за искажение результатов выборов. В Америке когда-то, лет 100 назад, расстреляли 23 председателя избирательной комиссии, потому что они просто попытались фальсифицировать выборы. Их поймали и расстреляли. Неправильно это. Я против смертной казни, ну, по крайней мере, за это. Я, может быть, там потом расскажу, почему. Но я за то, чтобы человек, который украл голоса, фальсифицировал выборы, получил реальный срок. Кстати, в Пензенской области один из председателей избирательной комиссии, это, к сожалению, 1,5 года условно получил. Вот это нужно распространить на всех, что если украл голоса, а это хуже, чем украл деньги. Потому что я с этим учителем разговариваю, слушайте, вот если он залез в карман к ребенку и утащил деньги, это же нарушение, да. За это надо судить, да. А если он залез в карман к родителю и украл у него голоса, это что, не то же самое? Поэтому тут надо как-то очистить, дать возможность нашим учителям не выполнять вот эту функцию. Вот. Поэтому наша позиция не меняется. Мы считаем, что бюджетники должны получать достойные деньги, что зарплата учителя не должна быть меньше зарплаты полицейского, уже однозначно. Значит, зарплата врача не может быть меньше зарплаты чиновника, который получает тоже деньги из бюджета. Мы против того, чтобы вот эти вот все так называемые посредники типа фонда медицинского страхования, ну там вот эти вот структуры, которые занимаются закупками для школ, все это нужно убрать и сделать прям государственные, то есть чтобы все понимали, что бюджетники это госслужащие. Вот, спасибо. Станислав Гаевский, город Норильск. Меня интересует вопрос, когда наши придут к власти, дальнейшая судьба Росгвардии. Спасибо. Вы имеете в виду Росгвардию как структуру внутренние войска? Меня, как и вас, сильно беспокоит, вот честно. У нас уже численность Росгвардии и других правоохранительных органов, она превысила численность внешних, то есть войск вооруженных сил Российской Федерации. То есть мы фактически показываем, что оказывается опасность у нас не снаружи, не внешняя, а почему-то государство решило, что у нас внутри опасность. И эти росгвардейцы, причем прекрасно накормленные, одетые, они вызывают у меня, как у директора совхоза, двойственные чувства. Я думаю, вот сколько трактористов
значит, взяли и перепрофилировались. Вот если бы они все пошли в производство, если бы мы занимались реальным производством, как вот мы делаем в совхозе имени Ленина, Звениговскому, Казанкову, мы бы с вами накормили не только свою страну, мы накормили бы вообще весь мир. А у нас нехватка квалифицированных токарей, трактористов, слесарей. У нас вообще мы ничего не производим. Вот именно это количество, там больше 300 тысяч человек занято, здоровых мужиков. Они должны заняться производством. Поэтому, ну а для этого нужно, знаете, что сделать? Надо вместо тюрем строить школы. Вместо, я не против спортивных сооружений или там каких-то олимпиад, но я считаю, что надо строить заводы. Нужно производить, потому что мы экономически слабая страна. Мы, к сожалению, уже ничего не производим. Нам нужно пойти по пути Китая, стать, ну, скажем так, всемирной фабрикой. А для этого нужны люди. Их надо переучить и дать им работу и достойную зарплату. Потому что, к сожалению, вот, например, по селу мы знаем, парень, который работает трактористом, он считается неудачником, а тот, который уехал из деревни в город, стал росгвардейцем, у него в 2 раза больше, а то в 3 раза больше доход. Почему? Он-то ничего не производит, а тракторист производит. Поэтому все искажено. Мы считаем, что надо больше думать о производстве, чем о защите властей. Потому что они, по сути своей, защищают наши властные структуры, не более, больше ничего. Добрый день, участники. Позвольте, я уже который раз встаю, я задам вопрос, вы после меня зададите, если можно. Я прошу прощения. Первый секретарь Баторской районной партии, Николай Васильевич. Уважаемый Николай Николаевич, у нас вот в КПРФ, в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, есть свой представитель. Вот после того, как был представлен список, наш федеральный список, на регистрацию в Центральную избирательную комиссию, он должен быть в курсе всех дел, в каком направлении, в каком ключе идет подготовка к рассмотрению нашего партийного списка. Если бы он в курсе дела, информировал ли он ЦК Коммунистической партии о том, что вот такая финальная развязка ожидается по нашему списку? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, вдогонку, почему в ходе заседания Центральной избирательной комиссии он не выступил, не попросил слова? Спасибо. Вы видите заблуждение. Во-первых, он выступал. Причем выступал трижды. Ему, если говорить о том, что происходило, это вообще удивительная вещь. Он, как и все члены избирательной комиссии, участвовал в рабочей группе в четверг. Ему сказали, что все нормально, никаких претензий к списку и лично к Грудинину нет. А вот в пятницу его пригласили вместе с Ириной Анатольевной, они были там, и им в руки не дали, но показали документы, которые пришли из Генеральной прокуратуры. Причем это удивительная вещь. К ним присвоили статус для служебного пользования и копии не выдали. То есть как вот Ирина Анатольевна об этом говорила, а как можно защищаться, когда тебе не показывают, в чем тебя обвиняют? До сих пор мы не получили ни одного документа. Ни одного. А те, которые мы увидели с Ириной Анатольевной и с вот этим нашим представителем Евгением Ивановичем Калюшиным, и нам их показали на большом мониторе, а в руки так не дали. Но это на большом мониторе было видно, что там ни печати, ни подписи, ничего нет. Вот и все. И мы с вами находимся сейчас, вот она об этом говорила, Ирина Анатольевна, о том, что мы находимся в каком-то неведении. Мы уже подали в суд, а документов-то не видим. Откуда взялись эти документы у Генеральной прокуратуры? Вообще, что это за документы? Не бывает документы без подписи, без печати и без апостоля. Там есть специальные такая международные требования к этим документам. Я на избирательном, то есть вот при проведении этой рабочей, не рабочей группы, а уже заседания ЦИК показывал документы, как они должны выглядеть. С гербовыми печатями, с подписями, с апостилями, со всеми атрибутами документов. Сейчас, на сегодняшний день, это вообще немыслимая вещь, тем более, что, еще раз, госпожа Панфилова, проверяя мои документы и все остальное на выборах кандидата в президенты, уже потом сказала за неделю до выборов, что никаких претензий к Грудинину нет, у него нет никаких иностранных счетов, иностранных фирм. Они это подтверждали в 2018 году. И вдруг, ну, вот, знаете, в чем угодно можно меня обвинить, но только не в идиотизме. Я что, за это время открыл новые фирмы, что ли? О чем вы говорите? Открыл новые счета, вы знаете, мне они нужны.
Мне хватило этой грязи на прошлых выборах. Все громко говорили о том, что я весь из себя, мне это нравится. Вы когда-нибудь видели олигархов-телогрейки, которые с утра до вечера ходят в телогрейке по совхозу и ездят на поля? Что за бред? Потом уже даже моя бывшая супруга изменила свои требования, и вместо миллиардов оказалось, что у меня нет миллиардов вообще. А вы до сих пор слышите, что я якобы какой-то миллиардер. Это разговор о Калюше. А вторая часть вашего вопроса о том, что мы с вами многое делаем, но это никто не слышит и не видит. Потому что, к сожалению, средства массовой информации захвачены, скажем так, правящей партией. И они все, вот знаете как, есть такое понятие равный доступ к средствам массовой информации. Равный доступ к избирателям. Наш равный доступ. Про меня, например, была передача, я не знаю сколько, вы видели, как Левченко мочили, как Коновалова мочат, как меня мочат. Дайте возможность выйти и сказать что-то в ответ. Кто-нибудь меня пригласил на центральные каналы? Кто-нибудь дал возможность оправдаться Левченко на центральных каналах? Кто-нибудь сказал правду про Платошкина, которого осудили совершенно незаконно? Кто-нибудь дал возможность Ивану Ивановичу Казанкову рассказать, что на самом деле происходило на поле? Кто кроме него знает? Вы видели хоть одно слово? Сейчас Соля Сибирская, тоже наше предприятие народное, их обвинили в том, что они нарушают экологию, и штраф 43 миллиарда. То есть они хотят закрыть вообще это предприятие. Понимаете как? Они разрушали страну путем уничтожения фабрик, заводов, закрытием больниц, школ, и теперь последние пытаются добить. А мы тут пытаемся как-то оправдаться. Мы не должны оправдаться. Я вам могу сказать, что тут наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо. Молодой человек, вы хотите сказать, но сначала представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр Баганов. Вопрос... Из какой вы партийной организации? Вообще есть партия, но я здесь как гражданин. Подождите, мы тут встречаемся с нашими сторонниками. То есть вы наш сторонник? Я житель республики. Вы наш сторонник. У меня вопрос как раз по поводу выборной программы. Как известно, ваша партия, которую представляете, она была преемственницей КПСС. Тим, что ли, прием? Дайте сказать. И та партия КПСС, она являлась человеком труда, как вот. И, соответственно, сейчас население, экономическое население, вопрос задавайте. Которому, грубо говоря, 30 Человек, вопрос задавайте. Дайте сказать. Насколько ваша предвыборная программа будет поддерживать экономическое население, которое вынуждено так или иначе выезжать из республики, так называемым длинным рублем, чтобы у вас работать, и, соответственно, будут ли открыты какие-то предприятия и так далее. Давайте я вам отвечу. Экономическое население, то в чем проблема? В том, что он реально уезжает, понимаете, семьи распадаются и так далее. То есть об этом... Давайте я вам отвечу. Это неправильная бюджетная политика страны, которую практически оформили единороссы. Я уже говорил о том, что деньги должны остаться на территории. Ни в коем случае нельзя их собирать в центр. Вся система налогообложения, бюджетная система или бюджетные отношения между субъектами федерации, местным самоуправлением и федеральным правительством, она должна быть изменена. Коммунисты предлагали и предлагают последовательно, что деньги должны оставаться на территории, чтобы люди, я вам сегодня уже говорил о том, что, например, равные зарплаты у врачей, учителей, бюджетников, независимо от того, где они работают, в Москве или в Йошкар-Оле, в Чебоксарах или там, допустим, на Сахалине. Это приведет к тому, что люди, по крайней мере бюджетники, не будут уезжать из своей территории. Второе. Мы против того, чтобы отобрать деньги у местного самоуправления. Наоборот, большинство налогов должно оставаться на местах. Тогда у местного самоуправления появятся деньги для решения задач, которые перед ними стоят. Я вам напомню, что главные задачи – это обеспечение нормальной жизни на территории местного самоуправления. Это ЖКХ, это благоустройство, это, опять же, те же самые врачи, учителя. Второе, что мы предлагали, это отобрать у банков возможность обирать людей. Вы знаете, что произошло? Закредитованность республики. А почему, вы знаете? Потому что сначала занизили заработные платы, сделали невозможным производство, обескровили всю инфраструктуру, сделали так, что люди не получают зарплату, а потом загнали всех в кредитную кабалу. Наше предложение
взять и списать все долги у тех, кого их специально загнали, потому что вот этим бесправным, нищим народом легче управлять. И поэтому мы почему-то списываем долги иностранным державам, почему-то кладем деньги в иностранные банки, покупаем американские ценные бумаги, а своему народу ничего простить не можем. Вот уже олигархам, только закон для них-то и сделал. Вот подождите, фракция КПРФ категорически выступала против того, чтобы, скажем так, простить налоги олигархам. Наоборот, мы же предлагаем прогрессивную шкалу какого типа налогообложения? Бедный вообще не платит налогов, он не должен платить, он и так бедный. А богатый должен платить, мы предлагали там до 40% от своего дохода. И это правильно, потому что во всем мире цивилизованном богатые люди платят гораздо больше, чем бедные. А бедные не платят иногда ничего, еще и получают социальные, скажем так, гарантии. Мы почему-то все время обкладываем налогом, вот мы, например, пенсионерам платим материальную помощь, должны заплатить 13% налога. Да у него там пенсия 10 тысяч. Если мы ему 10 тысяч, например, выплачиваем в квартал, почему мы должны, как налоговый агент, платить деньги? Значит, ясно, что у нас искаженная система. И вы говорите, что мы являемся правопреемником КПСС. Знаете, что в документах КПСС было написано первым пунктом: обеспечить материальное благосостояние советского народа. Вот у нас главным пунктом является обеспечить материальное благосостояние не олигархов каких-то, а именно российского народа. Вот и все. Если мы придем к власти и это сделаем, вы увидите, что через год люди жить будут совершенно по-другому. У них будут пенсии не меньше 25 тысяч. А где деньги взять? Вы читайте программу нашу, там четко написано. Да, можно еще вопрос по поводу регионального отделения. То, что здесь в региональном отделении существуют перебежчики из так называемой правящей элиты, которые там тоже баллотируются и уже зарегистрированы кандидаты. Как будет решаться этот вопрос здесь? Ну, насколько я слышал, даже читал в вашей газете, так называемой, о том, что действительно будет раскол происходил в региональном отделении. И насколько это все утряслось и дальнейшее развитие. Уважаемый товарищ, для понимания, вот человек к партии, как я понял, отношения никакого не имеет, поэтому у него такие вопросы. Активный член Единой России. Он не знает ситуации в нашей партийной республиканской организации. У нас в партийной республиканской организации никакого раскола нет. Наоборот, у нас прошли самые демократичные выборы руководства, сформирован республиканский комитет, избрано бюро, избран первый секретарь. Открыто все принимали участие, все члены нашей партийной республиканской организации принимали участие в обсуждении, все первичные организации. Поэтому, для понимания, никакого раскола нет. Наша республиканская партийная организация в самом эффективном рабочем состоянии. По поводу разных, скажем так, там, перебежчиков и перебежчиков. Но здесь также надо понимать, что разные у людей были там, и мнения, и многие, даже вот сейчас присутствующие есть некоторые, да, и в целом кто-то по тем или иным причинам был в другой партии. Но все сейчас понимают, идет противостояние между социалистическим направлением, которое представляет КПРФ, единственная партийная организация, и тот олигархический капитализм, который представляет другая партия власти. И вот сейчас уже мы находимся, скажем так, да, вот на разделе. И дальше уже только... Да, вот для понимания. Ваша семья есть, молодой человек? Вы иногда спорите с отцом, но это не значит, что у вас в семье раскол. Потом вы принимаете решение и делаете, как старший сказал, например, да? И все нормально. Поэтому это не раскол никакой, это просто дискуссия. Внутрипартийная дискуссия будет всегда. Именно поэтому мы демократически. Всем добрый день. Зовут меня Шакеев Юрий. Я кандидат в члены КПРФ 2020 года. У меня вопрос. С 2020 года, второй год, фактически у нас свирепствует пандемия коронавируса. Как вы относитесь, вот Павел Кругин вопрос, как вы относитесь
к возможной обязательной вакцинации и вакцинировались ли вы? Если вакцинировались, то чем? Спасибо. Я вам сразу скажу, в октябре я переболел очень серьезно. И у меня теперь антител, я могу там с каждым поделиться. Вот. Что касается вашего вопроса, он очень глубокий, потому что когда-то Советский Союз имел лучшее здравоохранение в мире. Это было признано всеми, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, что у нас тут происходит. Вот. И поэтому мы сейчас фактически пожинаем плоды вот этой вот оптимизации. Где на самом деле, ну, я вам скажу, это практически каждого коснулось. У меня 3 июля умерла мать, она поехала лечиться вроде бы в больницу московскую. Там заразилась вот этим штаммом Дельта. 2 недели пролежала в 40-й больнице, и в результате мы ее похоронили. И каждый из нас находится вот в состоянии, когда мы являемся жертвами результатов оптимизации здравоохранения в Российской Федерации. Об этом знают уже все, кроме властей, которые до сих пор рассказывают, что у нас все хорошо. Поэтому это такая общемировая проблема. Но мы, к сожалению, оказались в худшем положении, чем Китай. Вы знаете, как Китай поборол эту инфекцию, у них сейчас нет фактически ограничительных мер. Вьетнам, который тоже справился с этим. Даже Индия, и то оказалась менее пострадавшая, чем наша страна. Что предлагает КПРФ? Поменять систему здравоохранения. Оно опять должно стать, как написано в Конституции, бесплатно. Врачи должны получать реально огромные, большие деньги именно от государства, и они должны, вот это вот, то здравоохранение советское, которое мы потеряли, должно вернуться к нам обратно. Вот. И главная, опять я вам скажу, задача — это обеспечить здравоохранение, образование и защиту населения. Это задача федерального правительства. Я думаю, что мы еще с вами не до конца осознаем, что происходит в стране, что нас пытаются и в этом обмануть. Вот это, вы знаете, как я не понимаю, вот мы с Сергеем Ивановичем все-таки работники сельского хозяйства в том числе, да. Но представьте себе, я вдруг начал бы строить из Дворца культуры, допустим, ферму. Вот вы же представляете, что власти сделали? Они сначала уничтожили инфекционные больницы по всей России. Просто сказали, что они не нужны. А потом стали из торговых центров, из приспособленных помещений делать какие-то ковидные госпиталя. Но это, извините, у меня глупость полная. А главное, самое страшное другое. Они же уничтожили врачей. Сократив больницы, они сократили медицинский персонал. А потом бегали и набирали студентов, которые не знают, как бороться. Им нужно написать программу, но они же должны принимать решение какое-то. Надели им белые халаты и сказали: о, молодцы, вы теперь будете на переднем рубеже борьбы с ковидом. Слушайте, что эти необученные люди могут сделать? Ничего. И я вам могу сказать еще информацию очень неприятную, опять же, для всех. Где деньги основные? В Москве и в крупных городах. Где хотят работать врачи, которые должны бороться с ковидом? Естественно, они идут туда, где больше денег платят. Для примера скажу, что я полной информацией не обладаю, но работающий на 2 ставки врач в московской ковидной больнице получает до 250-300 тысяч рублей в месяц. Ну кто же не бросил тогда свою территорию, не уедет туда? И они обескровили всю Россию, убрали врачей в крупные города, поскольку там получают гораздо больше, у них там есть возможность платить. И все, и вы практически не получаете медицинской помощи на территории. И поэтому все должно быть изменено. И мы, еще раз говоря, и все-таки обязательно вакцинация. Разрешите, я скажу, я все-таки по образованию врач. Я уже говорил, никакой обязательной вакцинации быть не может. Это личное дело каждого гражданина. Он отвечает за свое здоровье. И поэтому это нарушение законов, в том числе Нюрнбергского процесса, который сказал, что никаких вмешательств силовых быть не может в здравоохранении. Здравствуйте. Чудин Юрий, прошлый глава художественной блога, специалист в области рекламы, занимаюсь СМИ. Поэтому у меня такой узкоспециализированный вопрос. Вам не нужно объяснять, каково влияние СМИ на, будем говорить, умы наших граждан. И как власть имущих захватила их. И, в общем, я могу сказать, даже сделать заключение, что действует она весьма изощренно и, будем говорить, технологично, изобретательно.
хотя это ее на данный момент не спасает. Поэтому у меня вопрос такого порядка. Осознаете ли вы, что на КПРФ в создавшейся ситуации нехватки средств, будем говорить, тотального административного ресурса нужно усилить и обновить свою информационную работу, обновить, понимаете, сделать более современной, потому что выросла молодежь, которая никак не идет валом в КПРФ, а я бы очень хотел, чтобы пришли молодые. Вот у меня вопрос такой, вот вы осознаете, вы современный руководитель, современный, будем говорить, человек, вот как вы относитесь к информационной работе КПРФ? Я тут захватил микрофон. Извините, пожалуйста, я микрофон уже захватил, да, и отвечу. По поводу того, что молодежь уезжает из деревни, на самом деле такая проблема есть. Это уже предыдущий вопрос, просто микрофон не был в руках. От чего? Вы знаете, что житель города, поселившись и купив квартиру, собственность, он является владельцем. Если дом старится, то по программе аварийного жилья ему представляется новая квартира в этом же городе, и города живут. По программе аварийного жилья она работает только для многоквартирных жилых домов. И получается, если какой-то житель деревни в молодости построил дом, а к старости он стал пенсионером, дом состарился, то он в программу не попадает. И вот наши пенсионеры, которые живут в лачугах, они никак не могут свой дом улучшить, потому что пенсия 9200, 11 тысяч. Ни один банк им кредиты не дает, сельскую ипотеку они получить не могут, и поэтому деревня вынуждена вымирать. Для горожан квартиры предоставляются, для деревенских никогда новые дома не предоставляются. Поэтому мы, коммунисты, хотим, чтобы как в советское время в деревнях строились новые дома. Вот тогда у нас деревня живут, это раз. Про вакцинацию догоняю. А вакцинацию меня сильно возмущает, что дают слово кому угодно, только не врачам. По телевидению выступают главы администрации, там мэры, артисты, спортсмены, врачам слова не дают. Почему люди боятся вакцинироваться? Один француз как-то раз сказал, что есть такое опасение, что те, кто привитые, они через 3 года помрут. Вот у него есть такая мысль. На самом деле у него лично был в жизни грех. В 1976 году, если не помню, может, в 1973, просто я учился хорошо, но отлично, но уже время прошло. Мы, белые люди, решили помочь африканцам в борьбе с лихорадкой Денге. Вот такая геморрагическая лихорадка, когда человек, заболев, умирает. И провели вакцинацию. А потом начали люди умирать. Оказалось, что когда человек поражается уже иным штаммом данного вируса, лихорадки Денге, то возникает синдром АДЕ, то есть антитело зависимое усиление реакции. И антитела, попав на вирус другого штамма, уже горят не красным маячком, а зеленым для организма, и вирус, попав в макрофаги, начинает там бурно размножаться. И человек болеет гораздо тяжелее. Но момент в том, что никто не знает, как вирус коронавируса проявит себя. Например, гепатит С, вакцины нету, потому что по тому же признаку, принципу, возникает синдром АДЕ. Из-за этого, когда к нам в Госдуме 16 июня предложили проголосовать за обязательную вакцинацию, в первом чтении проголосовали, но во втором уже депутаты отказались, потому что это дело каждого. Мы не знаем, синдром будет АДЕ или не будет. Хочу от себя как врач добавить, что АДЕ возникает не только от вакцинации. Если просто, скажем, переболели вирусом уханьским или итальянским и попадете на эпсилон, возможно, даже без вакцинации вы будете болеть тяжелее, чем те, которые не болели уханьским и итальянским. Настолько эта инфекция неизвестна. Поэтому заставлять людей рисковать своей жизнью мы не имеем права. Хотя пока те, кто вакцинировался, болеют легче. Из-за этого я вас тоже призываю не слушать спортсменов, актеров там и прочих. Врачей слушайте, не спешите. Теперь еще вопрос остался про СМИ, да ведь? Про то, что у нас... Сочувствующий КПРФ. Возможно, Да, то смотрите, очень важно понять, что нам не дают слова. До начала избирательной кампании по политическим новостям КПРФ выделяли 25% информационного поля. Сейчас оставили всего лишь 5%. Почему? Потому что мы говорим правду, а нам затыкает рот. Остается только интернет, социальные сети, YouTube. Больше нам никто слова не даст. Хорошо, что вы пришли и вживую услышали правду. По телевизору правду не говорят. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Лукин, Знамянский район, член партии. Вопрос такого характера.
нас в Чувашской республике 21 район. В этом году 2 района Чувашской республики преобразуются в муниципальные округа. И у нас в районе будут выборы первого созыва как депутаты муниципального округа. Получается, все сельские поселения будут ликвидированы, депутатов населения будет административный центр селения Красноармейское и город Шумерга. Хотел бы услышать ваше мнение, какие позитивные и негативные моменты от этого преобразования. Давайте так, я, например, являюсь депутатом городского округа Ленинский городской округ. Я вам могу сказать, что это хуже, чем сельские округа и сельские поселения. Почему? Значит, мы пытаемся отодвинуть власть от народа. Мало того, мы фактически, если помните Советский Союз, то там в сельсовете решалось практически все. Исполком сельского совета, он принимал решения по всем вопросам, в том числе где разместить объекты, дать разрешение на строительство, кому выделить больше земли, кому меньше. Вот. И это абсолютно правильно, потому что только на территории, внутри можно знать точно все, что происходит, и, соответственно, принимать правильные решения. Поэтому мы против вот этой реформы местного самоуправления, которая сейчас идет по всей стране, к сожалению, когда прекращаются сельские поселения, прекращают действия, начинают какие-то муниципальные округа, укрупняется все. Потом напали на то, чтобы выбирать этих глав, фактически уже назначают через комиссии, которые половину представляет губернатор. Вот эта вертикаль власти, она ничего хорошего для народа не несет, потому что именно люди на территории должны определять, кто ими будет командовать. Я считаю, что вообще допускать, скажем так, иногородних или там местное самоуправление вообще нельзя. Вот если ты проживал на этой территории, допустим, всю там 10 лет, да, тогда будь любезен, участвуй в выборах. Вот это все, давайте мы ему пришлем нового главу из города, он ничего не понимает, у нас это случилось, например, да? Он не знает территорию, он даже не знает, как называются населенные пункты, где они находятся. И вдруг начинает командовать территорией. О чем с ним можно разговаривать вообще? Поэтому вот такое мое личное отношение к вот этой реформе, так называемому местного самоуправления. Нужно вернуть обратно сельские советы. Вся власть совета. Помните лозунг? Вот опять сейчас. Тоже добавлю, извините, это очень важный момент. Когда укрупняют поселок и район, это в принципе правильно, потому что нужно экономить бюджетные деньги. Но когда сокращают количество депутатов, это категорически неверно. Потому что депутаты зарплату не получают, но зато они избранники народа, и количество депутатов уменьшать в республике нельзя. Вы ведь на самом деле общественники, вы стремитесь сделать правду. И чем больше депутатов на местах, тем больше смелых людей во власти. Поэтому наша партия за укрупнение администрации, они все равно просто получают деньги. А вот депутатов должно быть чем больше, тем лучше. Сейчас вы увидите раскол КПРФ. Я с Сергеем Ивановичем не согласен. Чем? Можно обескровить местное самоуправление, забрать у него все деньги, а потом сказать, ну, значит, будем укрупнять, потому что денег нет. А можно сделать по-другому. Можно сказать, ребята, а мы вам местному самоуправлению дадим денег, командуйте у себя на территории. Чтобы не какой-то губернатор или там какой-то глава муниципального района огромного, который иногда по площади больше, чем некоторые иностранные державы. А вот прямо на месте, меньше. Я это видел в Германии. Там большинство вопросов решается на местном уровне. Вот никогда. А швейцарцы, вы представляете, Швейцария самая богатая из стран, она даже цвет мусорных бачков голосуют на референдуме, люди говорят, что нужно делать. Без людей там вообще ничего не решишь. И поэтому укрупнение, это когда двух нищих объединяют, они богаче не становятся. Они еще становятся, да, нищие. А вот наоборот, нужно наполнить реальными деньгами местное самоуправление. Но мы с ним дружим, друзья, товарищи, соратники. Поэтому никакого раскола нет. Можно мне, да? Секретарь Алексского райкома КПРФ Сорокин. Как построить дом? Стройматериал подорожало несколько раз. И продукты подорожали. Вообще, на 12 тысяч зарплат или там пенсии. Как достроить? Скажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос, отвечу я. Потому что только сегодня был разговор интересный. Моя помощница уехала жить во Францию год назад. И она хотела сделать ремонт у себя на кухне, и ей посчитали 80 тысяч рублей ремонт кухни. Прошел год, и сейчас она попросила все-таки доделать ремонт, потому что хочет мать переехать в квартиру. 140 тысяч тот же самый мастер за те же самые материалы ей посчитал. И она почему возмущается?
Она сейчас со своим мужем во Франции тоже делает ремонт на кухне. 120 тысяч рублей. Настолько у нас дико взлетели цены. Мы во фракции КПРФ проводили в январе этого года парламентские расходы, правили запрос в ФАС. Как получилось так, что у нас металл в 2 раза подорожал? А сейчас уже в 3, как время еще подорожание идет. Деревяшки все подорожают в 2 раза. Ответ меня просто шокировал. Ну просто я так и вы, с советских времен, что у нас в стране строй капиталистический, и каждый зарабатывает деньги так, как умеет. Мы просто в душе считаем, что живем при социализме, а на самом деле Россия капиталистическая, и никак мы к этому не привыкнем. Надо поэтому возвращать советскую власть, чтобы все было по справедливости. Мы поэтому... Секунду, подождите, я добавлю, Сергей Иванович. Представляете, металл подорожал в 3 раза, а зарплата у металлургов не повысилась. Вот вам пример того, как работает капитализм в России. Значит, когда падает цена на нефть во всем мире цена на бензин падает, а у нас она повышается. Значит, поэтому мы-то против вот этого безобразия, которое творится. Да, спасибо. Так, можно мне, да? Здравствуйте. Арефьева Антонина Михайловна. Я в течение 5 лет была членом территориальной избирательной комиссии Московского района города Чебоксары, поэтому все, что касается выборов, я знаю изнутри. Поэтому я поддерживаю женщину, которая задавала, бюджетницу, которая задавала вопрос о том, что именно учителей бюджетные сферы сделали рабами, именно заложниками этих выборов. Я, не знаю, воля судьбы или как, я случайно попала работать в школу самым простым сторожем после выхода на пенсию, 10 лет не работала, и потом вдруг попала в школу, и я это все увидела изнутри. Мало того, еще 5 лет я работала в территориальной избирательной комиссии. Я сразу оговорюсь, я не являюсь членом партии, ни КПРФ, но работала я от «Справедливой России», в силу, наверное, моей гражданской позиции, активности такой вот. И у меня вам такой сразу, я начну от обратного, чтобы не забыть. Я хочу предупредить всех, кто занимается непосредственно выборами, будьте, к сожалению, готовы к тому, что у вас еще изнутри могут продавать агитационный материал. То есть он может не доходить до ваших избирателей. Поэтому следите за вашими членами, насколько вы им доверяете и кому нужно поручить распространение агитматериала. Так, дальше, значит, в течение 5 лет, на что я обратила внимание. Последнее, во-первых, бюджетники. Что необходимо наблюдателям вашим передать, да? Это, во-первых, 3-дневные выборы. Были до этого, значит, вместо 10 даже 12 дней голосовали. Вам придется дневать и ночевать около тех урн, которые приносят с избирательных участков, значит, которые вне участка, значит, голосуют. Потому что ночью те же директора, те же сторожа, те же доверенные лица, они могут просто-напросто своими ключами скрывать те сейфы, которые установлены на УИКах. А обеспечивают УИКи сейфами кто? Администрация. Поэтому это мое пожелание, мое видение этой проблемы, да? Дальше. Вопрос, вы знаете, у меня поручение. Да, вопрос, я сейчас как раз к этому вопросу и подойду. Значит, поскольку снова будет 3 дня голосования, я не знаю, каким образом сейчас, поскольку я сложила уже свои полномочия, наши полномочия завершены, и, значит, у меня осталось недоделанное дело. Это уголовное дело, которое мы не можем возбудить, члены территориальной избирательной комиссии и муниципальной избирательной комиссии. То есть, когда были введены эти сейф-пакеты, был до этого марки, даже на бюллетене марки, даже сдавали ячейки, и все это, значит, подвергалось учету. А с сейф-пакетами уже
на голосование по выборам, они не учитывались. Их никто не пересчитывал. Что там ночью с ними делали, каким образом это было сделалось, да? То есть достаточно ведь просто-напросто просто галочку поставить в этом Будьте добры, вопрос, у нас 10 минут осталось. Вопрос, пожалуйста, да. Вот я, значит, обратилась в прокуратуру республики, но ответа вот по этим всем Извините, пожалуйста, у вас опять идет рассказ. Вопрос. Рассказ, да. Пожалуйста, вопрос. У нас, потому что мероприятие партийное, оно уже заканчивается. Хотелось бы, чтобы люди имели возможность задать вопрос. У нас все-таки справедливость должна быть сохранена. Вот каждому Ваше обращение мы получим, обязательно тоже изучим и примем соответствующие меры. Да, Спасибо. нет, подождите, я прошу Грудинина Павла Николаевича передать мои материалы Зюганову, поскольку он поближе к генпрокурору, и чтобы, значит, вот не мусолить этот вопрос постоянно только на уровне района прокурора, да, а именно, чтобы этот вопрос был передан по подследственности прокурору Чувашской, не прокурору, простите, следователю, председателю Следственного комитета Чувашской республики. Я в оригинале это передаю, ответы в оригинале. Вот поэтому я желаю вам удачи. Уважаемые товарищи, еще буквально три вопроса, мы уже будем завершать наше мероприятие. Спасибо за понимание. Галина Александровна, подождите секунду, пожалуйста. Был задан вопрос по наблюдателям. Этот вопрос очень важен, это нужно проговорить обязательно. Российская избирательная система относится к одной из самых сложных в мире. С каждым годом у нас принимается огромное количество актов, которые все больше и больше усложняют. То, что у нас 3 дня голосования, это очень большая проблема, безусловно, но она не единственная. Вот буквально месяц назад Центральная избирательная комиссия приняла инструкции, которые еще более усложняют нам жизнь с точки зрения коронавируса. То есть Центральная избирательная комиссия уже приняла постановление и рекомендации территориальным комиссиям о том, что каждые 4 часа на каждом избирательном участке будут проводиться профилактические процедуры по санэпидбезопасности, я так понимаю. То есть это не прописывается, но, скажем так, не письменно, гласно. Возможно такие ситуации, что на местах будут просить членов комиссии и наблюдателей удаляться, либо освобождать помещение. То есть это еще один из инструментов, который нам придется контролировать. То есть у нас получается, да, сейф-пакеты, да. Принята еще одна инструкция, если участки оборудованы КАИБами, то результаты голосования за пятницу и субботу вносятся в протокол, не в протокол, считаются сразу, то есть КАИБ выводит данные. Но, к сожалению, в Чувашской республике на 1108 участков всего 132 КАИБа. То есть это меньше 15%, 12%, 13%. То есть, конечно, большая просьба к партийному активу. Нам нужно быть готовым пережить эти 3 дня не просто со стороны. Нам нужно привлекать людей мотивированных, людей-патриотов, которые смогут нас подстраховать, смогут нам помочь в эти дни. Потому что даже люди, которых мы привлекаем на участки, они так или иначе подвергаются административному давлению. Вы это знаете прекрасно. Вот у нас пример по прошлому году из соседней республики, из Мордовии. Мы привлекали на наблюдение в Мордовии очень большое количество активных студентов. Все они отказались от наблюдения в последний день, поскольку на них оказывалось давление через их высшие учебные заведения. То есть, еще раз просьба, на наблюдение быть готовыми. Ищите друзей, ищите соседей, которые могут нам помочь. Мы такую армию наблюдателей физически подыскать и обучить самостоятельно не сможем. Нам нужно участие каждого члена, каждого коммуниста. Да, пожалуйста. Телегина Галина Александровна, Шмурша. У меня вопрос не совсем выборный, но у меня вопрос к будущим депутатам. Я надеюсь, что они у нас будут депутатами Госдумы. Вот у нас сегодня здесь разговор шел о том, что основная масса людей едет в Москву на работу. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, эта ситуация не изменится никоим образом. У меня вопрос такой. Когда-то в Госдуме обсуждается вопрос
о тех людях, которые едут в Москву работать, и кто их защищает права там. Потому что нелегально, легально устраивается. Я понимаю, что частные предприятия, там ООО, вроде как на них влияния никакого нет, но люди-то страдают, кому-то зарплату вовремя не выплачивают, у кого-то условия бытовые плохие для работы. Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что многие вот у нас сыновья там работают, понимаете? Все теряют зарплату, потому что 30% от услуги, полученной в виде такси, агрегатор забирает себе, а они все являются владельцами, живут либо в США, либо в Израиле. Я про Uber, про Get, про Яндекс. И в итоге страна наша беднее. То есть 30% вместо того, чтобы пойти на развитие предприятия на месте в Чебоксарах, уходят за рубеж. То же самое гастарбайтеры, которые, таких называют, нас уезжают в Москву, они живут в человеческих условиях. Там их кидают на деньги, потому что трудовых договоров нет. И в Госдуме именно наша фракция КПРФ, вот на пресс-подходе я сам выступал на эту тему, выступаем, отстаиваем до того, что нас мало, нас просто не показывают по телевизору, у вас ощущение есть того, что мы за вас не боремся, да. Мы как раз там выступаем, что я и сам живу на селе, в поселке Сухомирыш, у нас 3000 человек, и прекрасно понимаем, как живет обыкновенный российский человек. Мы за вас боремся, именно КПРФ. Еще один простой пример. Сейчас поймем, кто является налоговым агентом и платит налог. Вообще на самом деле почему-то предприятие. А во всем мире налоги платит сам человек. И тогда, если он прописан в Йошкар-Оле или в Чебоксарах, его деньги, которые где угодно он заработал в стране, должны прийти сюда. Потому что его налоги – это жизнь его детей, его родителей, ну и, в общем, вся инфраструктура. Мы уже неоднократно говорили, слушайте, ну чего вы занимаетесь ерундой, ну если уж вы дайте возможность каждому человеку получать налоги, и в том числе пенсионные деньги, потому что пенсионная реформа должна быть совершенно другой. У человека должна быть накопительная часть его. Вот деньги он не перечислять должен не в пенсионный фонд, а прямо себе на расчетный счет. И если он умер раньше, то деньги эти должны достаться его наследникам, а не какому-то государству, еще неизвестно вообще кому, потому что огромное количество пенсионных денег уже признано разворовано. Вот эта система изменения вообще подхода к человеку, особенно к человеку труда, потому что, честно вам скажу, я руководитель предприятия, если государство захочет, оно в 2 минуты заставит тебя заплатить все, особенно налоги. А вот если недобросовестные работодатели не платят деньги, да их надо сразу в тюрьму сажать. Почему? Потому что они украли практически деньги за работу у человека. Но никто у нас этого не делает. Вот налоги в федеральный бюджет не заплатил, все, считай, тюрьма. А вот если налог не заплатил зарплату рабочему, то может быть, и вот это все безнаказанность, вот эти обманутые дольщики,